Уважаемые гости, уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем круглый стол, посвященный намерению жителей Курдистана, Ирака, провести референдум о независимости. В нашем круглом столе участвуют представитель Демократической партии Курдистана в Российской Федерации Хошави Бабакар, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИММО Российской академии наук Станислав Михайлович Иванов, президент Общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Шамилевич Набиев и доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Дмитрий Рустемович Жантиев. Руководитель иракского Курдистана и представители основных политических партий этого региона заявили о намерении до конца 2017 года провести референдум о статусе иракского Курдистана. Насколько это своевременно? На какие вопросы предстоит ответить жителям района? Какой может быть реакция Багдада и соседних стран на решение курдов отделиться? Как это может отразиться на ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока? И что можно сказать о позиции России, США и ЕС по данному вопросу? Вот на эти вопросы хотелось бы, чтобы ответили все участники нашей, так сказать, дискуссии. Значит, поскольку мы завершаем работу в 12:30, 12:40, да, то, я думаю, каждому выступающему мы предоставим по 5 минут. После того, как все выступят, мы еще дадим по минуте-две для реплики, для комментария там, или для поправки. Так, кто добровольно хочет начать? Вы? Пожалуйста. Хошави Бабакар, представитель ДПК в Москве. Цель проведения референдума является решение вопроса, накопивший столетия, или, скажем, с момента появления и распада Османской империи, появления новых стран на Ближнем Востоке, которые курды оказались разделенными, особенно в части, которой сегодня Ирак владеет. Как известно, с 1991 года курды, благодаря созданию зоны безопасности 32-й параллели, был создан регион Курдистана. Он де-факто по сегодняшний день независимый. В 1992 году был создан парламент Курдистана, был избран парламент Курдистана, и правительство на основе этого парламента стало легитимным. В 2003 году был свергнут саддамовский режим, и курды решили совместно с коалиционными силами войти в состав правительства Ирака и на надежде того, что будет новая образовавшая страна под названием Нового Ирака. Но, к сожалению, год за годом был подтвержден в 2005 году Конституция Ирака, которая в него зафиксировано права курдов, федеративное право курдов. К сожалению, как я сказал, год за годом были ущемлены, не учитаны эти принципы Конституции Ирака, пункты основные, которые курды претендовали.
были не учтены. Ирак, как федеративная страна, до сих пор не имеет второй представительский, имею в виду Совет Федерации, в котором в каждом федеративной стране есть законодательное, его состоит из двух парламентских, которого Совет Федерации не имеется, и нет желания даже его создавать. Очень многие пункты год за годом были не соблюдены, ущемлены, скажем, экономически, если мы посмотрим, что был 17% из бюджета Ирака должны были выделены на Курдистан, в 2014 году был полностью отрезан. По сегодняшний день ничего не выдается из иракского правительства. Состав, структура правительства, которые в него входили и в центральной власти Ирака, и многие курды, они один за одним были отстранены от работы по предлогам якобы коррупции, которого мы знаем, что сама иракское правительство замешано в этой коррупции, никто это не отрицает, это по данным ООН и во многих других источников можно смотреть, как нарушаются эти пункты. Очень много пунктов, которые считаются судебноносными для курдов, были нарушены. Пешмерга не учитывает по сегодняшний день как составляющая часть армия Ирака, его не выделяется никакой бюджет, все это обеспечивается из бюджета самого Курдистана с самого начала. До сих пор одни обещания. Есть регионы, которые в Конституции Ирака зафиксированы как спорные регионы, которые мы считаем их курдские регионы, должны были в 2007 году провести референдум по этим регионам о том, что они будут входить в состав Курдистана или Ирака. Это в Конституции Ирака. Они тоже Ирак не провел. И после 2007 сразу же для них повод появился, что, о том, что сказал, что уже этот пункт закона Конституции недействителен. На прошлом году также уже состав министров Курдистана, которые находились в составе правительства Ирака, тоже их уже нету, ни вице-президента, вице-премьера, ни курды, министра иностранных дел был курд, затем финансов был, который сейчас их вообще нету. В парламенте обсуждается законом большинства голосов, принимает законы, хотя в Конституции Ирака есть, которые многие пункты, если 3 провинции будут воздерживать какие-то решения какого-то пункта парламента, они могут протестовать и не быть подтверждено. Но Ирак из точки силы все эти законы принимает. Поэтому ситуация накалялась после появления или напада ИГИЛа, террористической организации, которая потом его назвали «Исламское государство» в Ираке и в Сирии, которого полностью курды оказались один были брошены на судьбы и вначале приближали к столице Курдистана террористы. Поэтому ситуация очень сложная оказалась. И даже правительство Ирака центральное особо на это не реагировало, так как требуется.
Наоборот, Малики, тогдашний премьер-министр, у него 3 дивизии находились в Мусуле, все это современное оружие оказалось в руках террористов. Сейчас в самом Курдистане, если конкретно сегодняшний день говорить о том, что около 2 миллиона беженцев иракских и Сирии находятся в Курдистане, Курдистан самостоятельно вынужден их принимать, их обеспечить. Правда, какой-то процент он, знаете, как организации, которые не очень эффективно выступают и в Курдистане, тоже таким образом. Это оказывает очень большое давление экономически над правительством Курдистана. Курдистан сейчас отрезан от всякой 17%, которые в Конституции Ирака зафиксированы, которые курды имеют право на бюджет. С одной стороны, и она только надеется на свои собственные источники, которые от суммы продажи нефти в ограниченном виде где-то около 500 тысяч баррелей в день экспортируют, несмотря на то, что цена на нефть упала, и поэтому это такая ситуация, экономическая точка зрения. И Курдистан видит в референдуме решение вопроса, хочет его быть фактором решения и деэскалации в этом нашем регионе. И пытается сейчас вести референдум на основе законодательной, чтобы избирательная комиссия Ирака наблюдала, и Ирак признал результат проведения референдума. И вести референдум намеренно в целом всего Курдистана, или мы читаем те регионы, которые, как я сказал, спорные, или курдские территории тоже, это будет соответственно с их согласием. В каждом городе есть совет управляющий. Если совет управляющий считает, что он не будет участвовать в референдуме, то никто их заставить не будет. И мы хотим, чтобы он был включен в этом процессе. И все мировые представители, международных представителей, чтобы были приглашены. И сейчас интенсивная работа ведется с разными консулами, которые в Эрбиле находятся, представителями международных организаций, чтобы этот процесс прошел максимально законодательно и соответственно с законом самом Ираке. И в Ираке еще хотел сказать о том, что в Конституции Ирака есть пункт о том, что если права курдов или права общие Конституции не будут соблюдены, то регион имеет право отделиться. Поэтому это тоже дает право на курдов провести референдум. Ситуация, к сожалению, к такому пришло. Курды, как я сказал, экономически очень сложном ситуации. Денежные единицы обращения, банковская система не в руках курдов. Ирак контролирует, она в своих интересах контролирует. Постоянное давление, не выдает деньги, даже наоборот, денежные единицы его отказывает, не выделяет деньги. И как несмотря от всех точек, Ирак все эти права нарушает, не помогает, и на практике все это курды на себя ощущают. Поэтому мы читаем выход референдума, и как видно, что та федерация, которая мы вместе с Ираком был осуществлена, она практически недееспособная. И опыт показал, что демократия в Ираке, и не только в Ираке, и на Ближнем Востоке, она очень далеко от реалии его осуществления. А только при законодательной системе, при демократическом управлении правительства можно осуществить, вести
федеративную систему. Поэтому федеративные, и мне, на мой взгляд, и конфедеративные также будут неудачным. Поэтому должны быть какие-то международные гарантии курдов, так как всех стран, которые входят в состав ООН, в других международных организаций, курды должны быть обеспечены эти права. Тогда будут и экономическое, и социальное, и политическое, всеобщее развитие. Только в таких рамках можно говорить. Спасибо, да я не хочу больше. Спасибо, господин Бабакар. Если не возражает, Станислав Михайлович. После такого развернутого выступления я постараюсь тезисно лишь обозначить позицию свою. В данном случае я выступаю не как представитель своего института, а как специалист-курдовед и специалист по Иракскому Курдистану. Мне довелось там поработать несколько лет, неплохо знаю внутренние проблемы. Так вот, до последнего времени курды были как бы связующим звеном, стержнем нового демократического Ирака, который образовался в постсаддамовское время. Всем вам известно, что в 2003 году курды приняли самое активное участие в свержении режима Саддама Хусейна. До этого у них была под эгидой ООН зона безопасности, так называемая, где курдам удалось создать полуавтономию такую на уровне примерно субъекта федерации. Как сказал мой уважаемый коллега, они были полунезависимы. И вот в 2003 году курды приветствовали свержение, участвовали и надеялись, что в новом Ираке они займут свое достойное место. К сожалению, этого не произошло за истекшие годы, хотя законодательно им удалось закрепить свой статус как субъекта федерации, но ни одна из провинций, ни один из регионов Ирака не последовал по этому пути. Ирак остался таким же, как он был, времен Саддама Хусейна. Единственное, что если раньше в Багдаде господствовала суннитская, арабо-суннитская верхушка, то элита, то пришла арабо-шиитская элита. Смена декораций, она не отразилась на курдах положительно. Но иракский Курдистан за эти спокойные годы стал как бы оазисом мира, благополучия в этом регионе и достиг больших успехов в развитии экономики, всех отраслей. Мы знаем, что не только там правительство и там свой свод законов, флаг, гимн, так и своя армия пешмерга, свои службы безопасности, но у них есть и внешнеэкономическая деятельность, внешнеполитическая деятельность, аккредитовано свыше 35 иностранных дипломатических представительств на уровне генеральных консульств. Поэтому, объективно, иракский Курдистан сейчас, если так сравнить с Российской Федерацией, где-то на уровне Татарстана, такой крупного субъекта федерации. И, к сожалению, эти внутренние споры межарабские, они так или иначе затрагивают курдский регион. Особенно в период правления премьер-министра Малики эти противоречия шиитско-суннитские обострились. И кампания дебаасизации привела к тому, вы знаете, что такое дебаасизация, да? Это, если у них до этого партия Баас была правящей, в основном единой, она, мне довелось работать в 1977 году, в 1978, когда еще был Народный фронт. В Народный фронт входили Компартия, две курдские партии и партия Баас. И был президентом Аль-Бакр. Так когда Саддам Хусейн пришел к власти, он президента отодвинул, эти партии убрал, и с тех пор Баас сохраняла монополию на власть. А когда пришли арабы-шииты, они провели кампанию дебаасизации. И она коснулась не только функционеров, близких сторонников Саддама Хусейна, но потом перешла на средние слои, на простых полицейских, солдат, чиновников. То есть практически сотни тысяч арабов-суннитов оказались выброшены из политической жизни, даже из бизнеса. Многие бежали. Например, вице-президент Тарик Аль-Хашими бежал в Саудовскую Аравию и приговорен к смертной казни заочно. То есть, по сути дела, суннитов вытолкнули на обочину, а это была более активная часть общества.
И вот это была одна из причин, что курды вынуждены были играть долгое время роль посредника. Вот выборы 2010 года, после этих выборов парламентских, 10 месяцев в Ираке не было правительства. Парламент был не способен сформировать правительство. И только благодаря инициативе президента Масуда Барзани ему удалось посадить за стол шиитов и суннитов и создать коалиционное правительство. И это не раз курды преодолевали вот этот внутренний правительственный кризис. Вот. Но в конце концов, вот чаша, говорится, переполнила терпение, и летом 2014 года 8 суннитских провинций восстали, и, по сути дела, 3-5 тысяч боевиков, ИГИЛ, Даиш, они вошли туда беспрепятственно. Их, если встречали не с хлебом и с солью, но в случае они попали в свою среду. И там 9-11 подпольных суннитских группировок, которые воевали путем терактов, там, партизанские методы, диверсионные, они вышли на поверхность и поддержали вот этих отъявленных джихадистов. В результате вот и Мосул пал, и армия разбежалась, вот, и возникла угроза существованию курдов, в первую очередь вот езидов. Против езидов, так Синджар, он не входит в иракский Курдистан, поэтому он как бы оказался вне зоны пешмерга, а центральное правительство не оказало помощи. Они были захвачены в рабство, многие были уничтожены. Возникла угроза и захвату Киркука, Эрбиля, Дахука и так далее. То есть курды видели, с одной стороны, вот такую беспомощность, импотенцию, я бы сказал, центральных властей. Второе, видели вот эти арабо-суннитские внутренние, суннитско-шиитские разборки. Плюс росло влияние Ирана. Вот это новое правительство, оно все больше и больше зависело от Ирана. Вот. И Иран там чувствовал себя как хозяином. Уже там начальник спецслужб выезжал в иракский Курдистан, там пытался наводить порядок и так далее. Это как бы внешние такие причины были, вот, которые мой коллега упомянул, что действительно курды не были инициаторами распада Ирака, не были сепаратистами, как их пытаются представить. Они не являлись. Наоборот, они были тем звеном, которое удерживало Ирак от распада. Но когда он объективно распался, и когда пошли там две войны, одна гражданская между суннитами и шиитами, и вторая с радикальными исламистами в лице вот Даиш, вот тут курдов, собственно, деваться-то некуда. И плюс все то, что перечислил мой коллега. Это и саботаж статьи 140 Конституции, это и нарушение Эрбильских соглашений, и нежелание принимать новый закон о нефти, о углеводородах. До сих пор действует еще Саддамовский закон, которым руководствуется центральное правительство. И нежелание финансировать пешмерга, и хроническое невыделение 17% из госбюджета, положенных на развитие региона, и так далее. То есть вот все эти накопившиеся проблемы, неуважение к курдам, и вот такое, да, вытеснение из центрального правительства, выдавливание. Если сначала были там 6 министров и вторые лица в спецслужбах, то вот к сегодняшнему моменту, по-моему, там 1 министр, и вот президент является. Вот. Ну, президент номинальная фигура, он там не может сделать. Вот. Ну, если еще добавить высокий уровень коррупции, вот объединили курдов, на самом деле там все правительство и маляки. Вот. Мы знаем, что даже внутри шиитов наметился раскол. Есть такой авторитетный лидер шиитский, Муктада ас-Садр, который периодически своими сторонниками захватывает так называемую зеленую зону, штурмом берет парламент или там правительство и требует перевыборов парламента и смены правительства. Потому что уже сами шииты раскололись, и у них внутри, как говорится, растет сопротивление. Вот. Если даже вот ИГИЛ завтра вытеснят, то у курдов никакой уверенности нет, что будет там тишина, мир и порядок. Все равно борьба между суннитами и шиитами продолжится. Более того, вот эти шиитские эскадроны смерти, или как их назвать, там бригада Хашт-аш-Шааб и другие, они уже сейчас подвергают там этим репрессиям суннитские районы, и похищают, там, убивают, сжигают и так далее. И были уже боестолкновения и с курдскими отрядами пешмерга. Поэтому среди курдов нет уверенности того, что не повторится саддамовское время, когда Багдад будет силой, вот сейчас наведет порядок в суннитских провинциях, а потом будет наводить порядок в иракском Курдистане. Вот. Поэтому вот это как бы причины, подводные камни, о которых вот я хотел дополнить своего коллегу. Теперь отвечая на вопросы. Вот все-таки
какие проблемы? Ведь действительно референдум очень сложной ситуации проходит. С одной стороны, вот эти две войны, которые идут в Ираке. Вот. С другой стороны, внутри иракского Курдистана политическая обстановка довольно сложная. Но сложная, прежде всего, не по внутренним причинам, а по внешним. И Багдад пытается влиять, и Тегеран пытается влиять, оторвать провинцию Сулеймания, оторвать провинцию Халабджа, вот, где там патриотический союз Курдистана, где Гаран, оппозиционная партия, внести раскол парламента, правительства иракского Курдистана. Там работают и спецслужбы, я так полагаю, что и большие финансовые средства выделяются на то, чтобы национальное движение курдов, вот в частности в иракском Курдистане, я не беру Сирию, Турцию, там, Иран, а вот именно иракский Курдистан, чтобы их разобщить, по возможности эти противоречия обострить и, может быть, даже вернуть ситуацию к 1994 году, когда между ДПК и ПСК возникло, по сути дела, вооруженное противостояние, оно продолжалось 4 года. Вот такие, как говорится, угрозы есть, и борьба идет за то, что и президент там типа Барзани нелегитимный, и что надо переизбрать парламент, и что сейчас референдум проводить нельзя. Это вот внутренний фон, на котором это все происходит. И хотя авторитет Барзани и, в общем-то, на уровне вековой мечты, идеи, любой курд, вот все понимают, если завтра провести референдум, 99% выскажутся за независимость. Потому что на уровне вот простом, если не взять там элиту, лидеров, а вот простых курдов, они всю жизнь мечтали иметь свое государство. Поэтому все скажут «да». Вот как в Крыму сказали, так примерно скажут и в иракском Курдистане. Но очень многие силы хотят не допустить вот этого референдума. Они его боятся. Хотя Барзани сказал, это не значит автоматического выхода из Ирака. Мы хотим узнать волю народа, причем не только курдов. Ведь там проживают арабы, ассирийцы, туркоманы, армяне. Там, они все представлены в парламенте иракского Курдистана. И вот все жители, которые там живут, они будут участвовать в этом референдуме. Как они скажут, вот эта воля народа важна для Барзани, важна для Демократической партии Курдистана. Но это не значит, что она автоматически будет реализована на следующий день. Процесс может быть выхода и полгода, и год, ну вот как Брексит, там, цивилизованный. Подразумеваются переговоры с Багдадом, подразумевается мирный, цивилизованный выход, ну как Чехословакия, там, как вот такие страны, которые без войны, без крови вышли. Вот. Курды считают, что они имеют право. Теперь, что касается внешних реакций сил. Ну, безоговорочно поддержал идею референдума и, в принципе, готов поддержать идею независимости Израиль с самого начала. Второе. Турция, если она раньше категорически была против независимости и против всяких референдумов, сейчас они это сняли. То есть они молчаливое дают как бы согласие, добро. Почему? Потому что у них не складываются отношения с Багдадом. Они видят, что Багдад попал в зависимость от Тегерана. И допускают, что пускай будет дружественный иракский Курдистан, с которым они связаны уже сейчас там, тысячами этих торгово-экономических, там, политических, других нитей. И лучше иметь дружественное небольшое государство на своих границах, чем вот такое огромное, неуправляемое, воюющее, да еще проиранское государство. Вот, поэтому Турция возражать не будет, хотя об этом она не кричит. Теперь, что касается противников, категорически против Ирана. Причем вот где-то год назад мы здесь встречались, был Сафаров здесь, до истерики. То есть как так, какая независимость? Да они должны там все. То есть Иран воспринимает это как будто бы это его территория. То есть любое ослабление вот Ирака, отторжение от него какой-то территории, они рассматривают. Да еще называют, что иракский Курдистан превратится в плацдарм Израиля, плацдарм США, там, американский авианосец и так далее. То есть такие ярлыки навешивают. Вот. Поэтому, если отбросить эту пропаганду, то в целом вот, Иран категорически против. Что касается арабских стран и Лиги арабских государств, и каждой страны в отдельности, у них позиция простая. Хотя они уже открыли там и консульства свои, и авиалинии, там, и торгуют, и сотрудничают. Но арабы есть арабы. Они когда в 7 веке пришли сюда, а курды там жили тысячелетиями,
Вот. И они сказали так, это часть арабской уммы, часть территории. Хотят курды государства, пускай идут там в Турцию, в Иран, там, в Сирию, там создают. То есть в Сирии нет, Сирия тоже арабская. Только не на территории. Это территория арабской уммы, арабской общности. Поэтому, там, в принципе, мы за курдов, но не на нашей территории. Вот. А взять великие державы занимают такую, ну, больше нейтральную позицию. И США, поскольку они наиболее тесно связаны, они участвовали в этой операции против Саддама Хусейна, они считают себя как бы спонсорами нового Ирака и Курдистана. Поэтому от них, конечно, от позиции много зависит. Но вот учитывая вклад курдов в борьбу с Даиш, учитывая вот их возросшую роль, они оказались на переднем крае борьбы с международным терроризмом, вот Вашингтон все-таки допускает, тоже как и Турция, создание хотя бы вот одного курдского государства на территории иракского Курдистана. Во всяком случае, такой активной борьбы он с этим референдумом, с независимостью не ведет. Что касается стран ЕС, то же самое. Вот Европа нейтральную позицию, помогает напрямую курдам и в гуманитарном плане, вот в частности, содержать беженцев, и в военном отношении готовит кадры, и поставляет партии стрелкового оружия, боеприпасов. То есть Европа, в принципе, реально смотрит на складывающуюся ситуацию. Российская Федерация до последнего времени исходила из того, что все-таки мы за территориальную целостность, за единое иракское государство, но в то же время мы развивали параллельно отношения и с Багдадом, и с Эрбилем в рамках международного права. То есть у нас посольство в Багдаде и генеральное консульство с 2007 года в иракском Курдистане. И вот часть наших объектов, там Газпром нефть, успешно работает в провинции Сулеймания на севере Ирака. Есть другие компании, которые проявляют интерес. Есть гуманитарное сотрудничество. Вот, и даже поставки оружия, но по согласованию с Багдадом, часть стрелкового вооружения, там, зенитных установок, были поставлены непосредственно для борьбы с Даиш. Поэтому Российская Федерация считает это внутренним делом Ирака, внутренним делом курдов, и как народ решит, так и будет. Я думаю, что эта позиция, она, в общем-то, правильная, и невмешательство во внутренние дела, может быть, позволит избежать. Вот, чем меньше будет вмешательства, тем проще. Вот вкратце мой доклад, а если будут вопросы, я с удовольствием коллегам отвечу. Спасибо за внимание. Спасибо, Станислав Михайлович, за интересную. Тут тезисно. Ну, не совсем тезисный, достаточно подробный рассказ. Ну, а сейчас я предоставляю слово уважаемому председателю Общества солидарности с курдским народом. Спасибо. Ну, я сначала хотел бы по названию, значит, вот там вопросительный знак, да, стоит, это своевременно или не своевременно. Мне кажется, вот если такую параллель, такой пример привести, это, может, он не совсем корректный, но если вот невинно человек в тюрьме сидит, и пришло время его освобождения, и тут становится вопрос, это своевременно или не своевременно его выпускать. На мой взгляд, курды уже опоздали на 100 лет в провозглашении своей независимости. Я не буду говорить о вот, значит, событиях 100-летней давности, но это 20 век, все мы знаем, он стал для курдов веком разделения, веком геноцида, веком постоянных восстаний за свои права. И веком, когда миллионы курдов вынуждены были покинуть свои, значит, свою историческую родину. И сегодня на планете Земля фактически нет ни одного государства, где бы не проживали бы, не сформировалась бы довольно многочисленная курдская диаспора. И в том числе многочисленная курдская диаспора сформировалась и в Советском Союзе. И авторитет и влияние бывших советских курдов, оно во всех частях Курдистана довольно высокий авторитет имеют. И вот недавно, буквально несколько месяцев назад, диаспоры бывшего Советского Союза из 6 стран, это Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения, Азербайджан и Россия,
учредили такую организацию «Конгресс курдских общин». Она состоит из, как я сказал, представителей 6 диаспор от бывшего Советского Союза, и плюс еще декларацию о создании Конгресса курдских общин поддержали более 100 представителей, элита, так сказать, курдской интеллигенции, ведущие, значит, представители курдской диаспоры бывшего Советского Союза. Почему я это говорю? Потому что буквально месяц назад делегация Конгресса курдских общин, она посетила Курдистан. Целью поездки была поддержка референдума о независимости, отдать дань нашим героическим пешмерга, которые воюют против терроризма, и призвать, естественно, все курдские силы сегодня к единству в этом вопросе. Нам посчастливилось встретиться, нас принял президент Курдистана Масуд Барзани. Он нам подробно рассказал о ситуации как в Курдистане, так как в Ираке, так и на всем Ближнем Востоке. И причем мне запомнилось вот одно, это красной линией у него в его рассказе прозвучало, это то, что у нас, у курдов, нет другого пути, как не идти к независимости, не провести референдум. И после этого он подробно рассказал причины, почему вот курды сегодня стоят перед таким выбором. Некоторые из этих моментов наши коллеги, и господин Хушави Бабакар, и Станислав Иванов, они провели, но тут мне еще запомнилось то, что Масуд Барзани отметил, что между нами, между вот Эрбилем и Багдадом на сегодняшний день нет доверия. Никакие соглашения не выполняются большей частью со стороны Багдада. И еще такая фраза в его устах прозвучала, это то, что мы, курды, сегодня не хотим, чтобы за нас, вот после даишевскую эпоху, за нас решали бы нашу судьбу. Ну, это она многозначительная фраза. Почему? Потому что мы видим, что на Ближнем Востоке серьезные изменения, такие коренные изменения происходят. Но, к сожалению, как мы видим, при обсуждении всех вопросов региона, курды оказываются как бы за бортом. Их ни на какие конференции, там даже вот в борьбе с Даишем, вот просто вот на последнюю конференцию международную, вот международная коалиция во главе США, ну, после таких дипломатических шагов, ну, пригласили представителя курдов. И курды, я так понимаю, курды прекрасно, руководство во всяком Курдистана прекрасно понимает, что когда как бы вот и великие державы, и региональные державы как-то придут, сядут за круглый стол и будут решать проблемы региона, курды тоже хотят оказаться за этим столом. Не где-то там в составе там какой-то делегации, а именно за столом, чтобы решать все свои вопросы. Ну, там я просто добавлю еще, речь шла со стороны вот президента Масуда Барзани, и о таких вещах, вот у нас кризис, хотим, значит, можем кредиты там из международных финансовых организаций или от других стран, но нет, там Багдад этому препятствует. Хотим напрямую, допустим, вооружать пешмерга, но там тоже, опять-таки, Багдад препятствует этим вещам. Ну, до парадоксов доходит. Вот, финансируется, допустим, Мосул, вот, зарплаты госслужащих в Мосуле, которые в руках у Даиша, а на зарплаты конституционно, там, законно, которые должны быть Курдистану, к сожалению, не перечисляются. И вот все вот это накопилось, и, естественно, вот я повторюсь, президент отметил эту фразу, что у нас на сегодня другого пути нет. И как вот коллега Иванов сказал, тут получается, что не курды как бы значит, являются причиной вот нынешней ситуации, а именно Багдад как бы выталкивает курдов на вот эту дорогу.
При этом президент в этом отношении тоже отметил вот в разговоре с нашей делегацией, что мы, курды, хотят вот этот процесс развода осуществить в рамках, цивилизованным способом, в рамках и международного права, и опираясь на законодательство и конституцию Ирака. То есть вот такой цивилизованный развод осуществить. Кроме президента, мы встретились и с представителями всех ведущих политических партий Курдистана. И мне было очень приятно, несмотря на то, что в прессе там очень много уделяется внимания вот внутренним, так сказать, противоречиям между курдскими партиями, ведущими организациями, тем не менее, абсолютно все единодушны. И, естественно, ДПК, и Горан, и ПСК, и Исламская партия, Исламская группа, в общем, коммунистической партии мы встретились в Курдистане. Все однозначно поддерживают идею референдума. Единственное, там идет проблема в том, механизм реализации референдума – это или вот созданный межпартийный комитет, куда, кстати, все партии, кроме Горана, пока там идут переговоры, и исламской группы своих представителей не включили, или же активизировать работу курдского парламента, который уже почти 2 года, полтора года не работает, но это отдельная тема, или там через парламент, или вот этот межпартийный комитет. То есть там единодушная поддержка идеи референдума, механизм, там идет работа, встречи, беседы, семинары и так далее. Я думаю, что вот после поездки у меня такая убежденность, что эти вопросы, если поставить на весы, с одной стороны, вот эту идею референдума и независимости, и второй, это вот межпартийные там, противоречия, конечно, идея референдума, она победит, и эти вопросы внутренние будут решены. Что мне еще там бросилось в глаза, это реакция населения курдского. У нас там очень много встреч было, буквально мы там ночами не спали в гостинице, где мы вот в христианском районе Анкава находились, и почти до утра люди, простые люди, писатели, поэты, журналисты, очень много людей приходило, во-первых, поблагодарить нас, что мы вот в такой момент пришли и, так сказать, с этой идеей поддержать референдум. И разговоры о судьбе народа и так далее. И с Дахука, с Захо, там, Шенгала, с Сулеймании, с Халабджи, со всех уголков Курдистана приезжали. Тут, наверное, я должен еще отметить то, что мы посетили базы Пешмерга, это и в районе Башики, и в районе Махмура, это черные тигры, база так называемая. Мы посетили религиозный центр езидов Шенгал, встретились там с духовенством езидским. Кстати, лидер, глава езидов всего мира, Тахсин Саидбек, он в беседе с нами отметил, что мы никогда не, по-курдски это звучит, не откажемся от Курдистана. Мы часть Курдистана и никогда не откажемся, но в будущем светском демократическом Курдистане права езидов должны быть сохранены. Вот эта позиция верховного лидера езидов. Встречались с депутатами езидами, с духовным лидером езидов, который, кстати, и в Москве был 1,5 года назад. То есть вот в этом отношении тоже была очень интересная поездка. Я в 2 словах тоже, там Станислав Михайлович, я присоединяюсь к его оценкам, допустим, позиции там Багдада, Ирана, Турции, там США, ЕС, России. Единственное, вот добавлю, допустим, когда говорят о Багдаде, Багдад тоже не гомогенный. Там тоже разные на сегодняшний день силы. Есть вице-президент Малики, который, в общем-то, неровно дышит, как говорится, курдам. Есть Мутада Аль-Садар,
есть Аль-Хаким, Высший совет исламской революции, и, наконец, есть премьер-министр Абади. У них разная позиция по курдскому референдуму. Кстати, вот Муктада Садар и Аль-Хаким делегации присылали недавно в Курдистан. Ну, я так понял, уговаривали курдов, предлагали новые проекты, еще очередной новый Ирак, там, чтобы все там жили дружно и так далее. Ну, я так понял, курды вежливо выслушали, и они вернулись. То, что касается Абади, вот сегодня утром я смотрел его позицию в отношении референдума. Ну, вот такая позиция, как я понимаю, что он не будет препятствовать проведению референдума, но он считает, что сегодня не время, потому что надо вот с Даишем расправиться, и плюс он считает, что курдам будет реакция соседних стран, наверное, в первую очередь Иран имеет в виду, она неблагоприятная. Ну и что, мол, курдам лучше будет, да, референдум проводить, но его позиция такая, что курдам лучше будет остаться в составе Ирака, ну там, вот, с учетом переговоров, чтобы решить все эти вопросы между Эрбилем и Багдадом. То, что касается самого референдума, надо сказать, что в Курдистане, и это конституционный орган, создана и функционирует независимая Высшая избирательная комиссия Курдистана. Она уже приступила к работе, готовится к референдуму, ну, как положено, готовится к референдуму. И нет, избирательная комиссия Ирака это отдельно. Да. 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 И там, значит, вопросы какие. Вот это во время пребывания в Курдистане мы спрашивали, как будут звучать эти вопросы. Нам так ответили очень просто. Один вопрос. Желаете ли вы независимости Курдистана? Да, нет. То, что касается спорных районов, да, ну, курды называют это неприсоединенные территории. Сегодня курды контролируют фактически 98% той территории, которую они считают своей. Это Пешмерга, там это все контролирует. И там два вопроса будут. Это первый, это вы хотите присоединиться к Курдистану или нет. И второй, то, что я сказал, хотите ли вы независимости Курдистана или нет. И в заключение я скажу, что сегодня курды вот в борьбе с терроризмом, они на мировой арене огромную симпатию и авторитет завоевали. И я думаю, что вот многие говорят там, кто признает, кто не признает и так далее, но если вот напомнить, даже вот когда при распаде Советского Союза или Югославии, вот пример Югославии привести, там Словению, ну и все уговаривали, что не надо, а как только они провозгласили, через 2 часа Германия признала Словению в качестве независимого государства. То есть тут я думаю, что очень многие страны и в мире, и общественность, и политики, они готовы к этому событию. И, естественно, весь вот этот курдский мир, вся диаспора, она тоже вот готовится к этому событию. То, что касается России, правильно сказал Станислав Михайлович, что у России позиция такая, что, значит, она не против право курдов на самоопределение, но желательно, чтобы курды это свое право реализовали цивилизованным, с согласия Багдада, с переговорами и вот мирно, чтобы вот этот процесс состоялся. Это неоднократно официальные лица это озвучивали эту позицию России. Вот. Да, и еще один такой факт, наверное, о многом говорящий. Несколько дней назад представители 3 стран, это США, Германии и Великобритании, они представили такой план создания единой курдской армии на базе Пешмерга, такой развернутый план. Ну, я думаю, это тоже о многом говорит, что мир, наверное, готовится к этому тоже и готов, в принципе, к этому событию. Спасибо. Спасибо.
Дмитрий Рустемович, давайте ваше слово, а потом уже... Спасибо. Включен микрофон? Нет? Включен. Спасибо. Я хотел бы отметить, что в первую очередь, что опять же буду представлять здесь только себя, как специалиста по истории Ближнего Востока и Среднего Востока, и современной ситуации. Я не являюсь специалистом-курдоведом, я арабист, но ситуация в регионе, она, понятное дело, все здесь взаимосвязано. И после столь обширных, развернутых комментариев коллег с подавляющим большинством тезисов, в которых я согласен, я бы хотел все-таки вот некоторые моменты отметить. Именно с позиции объективного анализа ситуации и возможных перспектив. Прежде всего, хочется отдать должное очень-очень важному и весомому вкладу правительства иракского Курдистана, руководства иракского Курдистана в борьбе с терроризмом. Это чрезвычайно важно. Отметить выдающийся вклад и большие жертвы, принесенные курдским народом, курдской пешмергой в борьбе с терроризмом на территории Ирака. Также хочется отдать должное такому важнейшему делу, как забота о беженцах, защита мирного населения. И не только на территории иракского Курдистана, региона иракский Курдистан, но и на сопредельных территориях, куда курдская пешмерга вступила для защиты мирного населения вне зависимости от языковой принадлежности, вне зависимости от того, курды это или не курды, или арабы, или армяне, или сирийцы, туркмены или туркобаны, вне зависимости от вероисповедания. Это важнейшее проявление ответственной позиции руководства иракского Курдистана, ответственные позиции в отношении населения, которые здесь не делят на своих и чужих. Всех готовы защищать, всех готовы спасать от террористов. Приняли огромное количество беженцев. Огромное количество беженцев. Мы являемся свидетелями очень важных исторических событий. В том числе мы впервые, по сути дела, видим процесс исторический, когда для арабоязычного населения северных провинций Ирака, Мосульского региона в том числе, сопредельных областей, сопредельных провинций, иракский Курдистан становится во многом гарантом просто-напросто их спасения, их защиты, обеспечения стабильности. Это очень важный процесс. Не только правительство Ирака, не только, это не исключается, но и одно, и другое. Вопросов по поводу референдума, как мне представляется, все-таки больше, чем ответов до сих пор. Я бы хотел, опять же, сослаться на прозвучавшее в апреле заявление официального представителя Демократической партии Курдистана о том, что референдум не будет означать автоматического отделения, и что переходный период, и, возможно, также был озвучен, возможность сценария создания некой конфедеративной структуры, может быть, как временной, на переходный период, конфедеративной структуры, конфедерации иракского Курдистана и Республики Ирак. Но тут опять же возникает вопрос. А для реализации такого сценария необходимо будет внести в любом случае изменения в Конституцию Ирака. Возможно ли это в нынешней ситуации очень сложных политических дебатов, политической борьбы в иракском парламенте? Как мне представляется, вряд ли. Если произойдет просто автоматическое превращение нынешнего руководства иракского Курдистана уже в руководство независимого государства, нового независимого государства, против появления которого, допустим, Багдад не будет принципиально возражать. Но вопрос в каких границах? Проблема спорных или неприсоединенных территорий, в первую очередь Киркука, уже здесь отмечалась.
Что хочется вспомнить здесь из последних событий? Резкие протесты Багдада против поднятия курдских флагов над правительственными учреждениями в Киркуке. Также возрождение Анкары именно в отношении этого. Дается понять, таким образом, курдам и со стороны Багдада, и со стороны Анкары, что не будет никакого автоматического признания результатов референдума на неприсоединенных или спорных территориях, в первую очередь в Киркуке. Проблема Киркука может обостриться именно в результате этого референдума. Как она будет решаться? Это вопрос. Дальше, вопрос о гражданстве. Вот если рассуждать так, каким образом будет выстраиваться законодательство о гражданстве нового курдского государства? Будет ли возможность двойного гражданства? Смогут ли при желании, скажем так, жители иракского Курдистана считаться одновременно и гражданами государства Курдистан, нового государства, и гражданами Иракской республики на уровне отдельных граждан, при желании, или нет? Будет ли это признавать Багдад? Будут ли иметь автоматическое право на гражданство Курдистана те курды, которые живут на территории Республики Ирак за пределами иракского Курдистана? Скажем, те, которые живут в Багдаде. Что произойдет с курдскими партиями, с курдскими депутатами в иракском парламенте? Они должны будут его автоматически покинуть, и, соответственно, курдские политики лишатся влияния на политический процесс в Багдаде. Произойдет это сразу или постепенно? А что взамен? Важнейший вопрос, связанный с вопросом о границах, это вопрос о выстраивании отношений, о перспективах выстраивания отношений будущего, скажем уже, суверенного курдского государства с соседями. Что будет окном во внешний мир, главным, для экономической деятельности, для экспорта? Турция, как это было в последние годы, что касается экспорта нефти. Опять же, а как тогда быть с вопросом о Киркуке? Сам Ирак, опять же, много вопросов. Но это вопросы, которые весьма и весьма актуальны. Провести референдум, судя по всему, он будет проведен. Во всяком случае, раз об этом заявлено с такой уверенностью, можно предполагать, что да. Но референдум, и в результатах которого, конечно, не приходится сомневаться, и возможная декларация о суверенитете, которая может быть принята по его итогам, это еще не есть завершение процесса строительства государства. Это только начало строительства государственности, с учетом всех тех вопросов, которые были обозначены, и которые напрямую связаны, и с которыми напрямую связаны перспективы признания, международного признания курдского государства. Допустим, оно будет признано Республикой Ирак. Но опять же вопрос, в каких границах? Допустим, оно будет признано Турцией. Но опять же, в каких границах? Что касается обозначенных, имеющихся противоречий, определенных разногласий между курдскими партиями, между ДПК и ПСК, мы об этом знаем, в том числе и что касается темпов политического процесса в Киркуке. Но, опять же, хочется отметить, что если говорить о демократическом выборе, о понимании демократии в том регионе, о котором мы говорим, здесь ведь это понимание отличается от понимания демократии на Западе. На Западе считается справедливым решение, принятое по принципу 50% плюс 1 голос за. На Востоке, как мы знаем, исторически справедливым решением считается то, которое устраивает всех участников политического процесса, а не 50% плюс 1 голос. Если значительное меньшинство не будет устраивать, проблема останется.
И что еще важно? Очень важно, говоря о перспективах политического процесса, перспективах создания курдского государства, уже международно признанного, как суверенное государство, становление его государственности. Очень важно, чтобы этот процесс был фактором региональной стабилизации ситуации в регионе, который сейчас раздираем противоречиями по целому ряду линий. По линии Эр-Рияд-Тегеран, в первую очередь. И, соответственно, союзники тех и других. В Сирии, в Ираке, не только. Чтобы это стало фактором стабилизации, а не наоборот. Не фактором новых конфликтов, от которых регион уже более чем устал. И которые необходимо урегулировать, необходимо договариваться в интересах всех жителей, всех народов, населяющих регион. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Рустемович. Есть у кого-то что-то добавить? Я вот хотел добавить, Пожалуйста. просто в виде реплики. Пожалуйста. Киркук не входит в иракский Курдистан, поэтому тут вопрос немножко забегаем вперед. Там по процедуре, по конституции Ирака, любой регион, любая провинция имеет право провести референдум и определить свою судьбу в плане административных границ. Административно. Они могут создать новый субъект федерации, как иракский Курдистан. Они могут войти в иракский Курдистан. Они могут остаться в составе Ирака. То есть это решает народ этой провинции, даже к Мосул. Там исторически проживали в основном курды. Потом Саддам Хусейн выселил курдов, заселил арабов. Теперь арабов там больше. Но когда его освободят от ИГИЛ, станет вопрос, кому он будет административно подчиняться. Не могу говорить. И там, естественно, все это можно решить мирным путем референдума. Поэтому все эти спорные территории, о которых вы упоминаете, они не являются препятствием для создания независимого иракского Курдистана. Там решается вопрос путем референдума. Теперь, что касается влияния в парламенте. Вы знаете, оно было... Позволено о том, чтобы провести референдум в этих районах. Да, это по статье 140 положено провести. Там не просто провести, там сначала выровнять демографический баланс, отвезти арабов туда, откуда привезли, вернуть курдов, потом провести перепись населения, это записано в Конституции, статья 140. И только потом провести референдум. То есть там процедура определенная, мирная. Вот. Теперь, что касается влияния в парламенте. Вы знаете, оно настолько номинальное. Фракция там в общей численности насчитывает 48 или там 50, да? Да, они не играют никакой роли. Все голосования проходят мимо курдов. Поэтому, как оно было, коррупционное правительство, как оно было там проиранское, оно так и остается, и курды там не играют роли, поэтому говорить, что они утратят влияние, я бы не стал. Ну и последнее, что там Турция, Ирак, там Сирия, куда там ворота? Да ворота у них прекрасные. С ними сейчас весь мир сотрудничает и будет сотрудничать. И не только нефть и газ покупать, а в принципе там и сельское хозяйство развито, и туристическая отрасль, и там водные ресурсы, и электроэнергия, и все. То есть иракский Курдистан в этом отношении, пока арабы воевали, там на севере и на юге, они вот за это время регион свой немножко привели в порядок. Послевоенный период. Поэтому проблемы с выходом на международное... Я сказал, там 35 иностранных представительств дипломатических уже аккредитовано. Около 400 иностранных фирм. Примерно 5000 совместных там турецко-курдских проектов. Поэтому тут опасности нет. И еще учесть, что процесс будет длительный, поэтому все это будет решаться спокойно, мирно и без, как говорится, без крови. Вот. А что касается стабилизации, вы знаете, термин стабилизация в последнее время вызывает вот у меня лично скептицизм. Стабилизация чего? Вот этого гнойника, чтобы там вечно шла война между суннитами и шиитами, что хотят вот Рияд и Тегеран. И чтобы втянуть туда курдов, такой стабилизации нам не надо. Нам нужна стабилизация, чтобы войну эту прекратить. Но пока кроме добрых, вот, Дмитрий Рустемович, намерений или там заявлений, что хорошо бы посадить за один стол короля Саудовской Аравии и аятоллу Хаменеи. И чтобы они договорились. Но это же прожект какой? Нереальный сегодня. То есть они еще будут воевать десятки, если не сотни лет. И поэтому курдам зачем втягивать, давать себя
быть разменной монетой. Вот сколько сейчас потеряли бойцов курды. Вот, кстати, я хотел сказать, что курды не отказываются участвовать и в вооруженных силах Ирака. Ведь помимо того, что есть пешмерга, курды и в спецслужбах. И, кстати, первый командир современной эскадрильи, авиаэскадрильи, капитан курд, который командует, у него порядка 12 F-16. И вот он совершил более 1000 боевых вылетов, истребитель-бомбардировщик. И вот с ИГИЛ реально воюет этот курд, герой Ирака. Вот. Ну и, кстати, вот недавно мы отпраздновали 9 мая, я посмотрел исторически, 1000 курдов были награждены, советских курдов, боевыми орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне. А 3 курда получили высшую награду Героя Советского Союза. Вот. Если взять еще царское время, активно участвовали в русско-турецких войнах, были генералы, кончали пажеские корпуса, кадетские корпуса. Курды отважные воины, надо отдать им должное. Это не случайно, что они оказались на переднем крае. И единственная сила, которая реально борется с терроризмом. Все остальные играют. Анкара играет, Башар Асад играет. Ну, где-то да. Но основная война идет где? На Идлибе идет там. Что, в Раке он воюет? Или в Дейр-эз-Зоре воюет? Где ИГИЛ? Уже сколько лет? 5 лет. Вот. Получается, что исламский халифат создал свое государство. И уже 3-й год на этих территориях паразитирует. И никак его победить не могут. А курдское государство, возникает проблема. Можно, нельзя, можно, нельзя. Да как курды решат, так и будет. Спасибо за внимание. Еще реплику тоже, Дмитрий Рустамович, вот по референдуму я так вижу, и вот судя по вот и нашим встречам, что референдум зачем проводится, чтобы, во-первых, легитимизировать де-факто существующий, в общем, фактически независимый Курдистан, и потом, самое главное, курдское руководство хочет заручиться вот легитимным мандатом для того, чтобы вести переговоры с Багдадом. Вести переговоры с Багдадом на тему, вот как вы сказали, как там вот 2 дружественных значит, государства. Может быть, я не исключаю, что какой-то конфедеративный. Ну, по теории, так сказать, права мы знаем, что конфедеративное государство – это союз 2 государств, а не там автономия и так далее. Надо выйти сначала, чтобы конфедеративное создание создать. И вот по флагу в Киркуке, там, значит, ну, вы знаете, по Конституции Ирака там 2 государственных языка – арабский и курдский. И в парламенте Ирака, кстати, имеет право депутат встать и говорить и в том числе на курдском, но это никогда не было. Потому что курды знают арабский, а арабы курдский, к сожалению, не знают. И в этой связи мне кажется, что это напрасно вот ломаются копии, потому что курдский флаг, он может и в Багдаде быть вывешен, и в Басре, и в любом другом городе значит, Ирака. Тут никакого криминала нету. А то, что касается вот протестов в Турции, ну, это вообще парадокс, потому что недавно Масуд Барзани был в Анкаре, и там в аэропорту вывесили впервые там курдский флаг. А тут, значит, на территории другого государства там что-то делается, и тут всякие протесты. То, что касается вот стабилизации ситуации, Станислав Михайлович правильно отметил, там, ну, а какой идет там стабилизация, там полный хаос и там действительно гнойник. А вот наоборот, вот создание вот, независимого демократического светского Курдистана, на мой взгляд, это будет как бы фундамент, там нивелируются и противоречия Ирана, Турции, арабских стран, и курды как бы станут, и они доказали это, как бы таким, знаете, мощным препятствием на пути распространения терроризма и вот, исламского радикализма. И, то есть тут, на мой взгляд, вот, создание Курдистана, оно стабилизирует ситуацию в регионе. Но это мое мнение. Там, я не знаю, кто там, в каких столицах, как на этот тему думает. Еще есть? Я оставлю, наверное, вопросы для... Да, вопросы, Владимир. Давайте дадим вопрос. Пожалуйста. Вот. У меня вопрос ко всем выступающим. Можно ли сказать,
можно ли сказать, что отношение Турции к курдской проблеме в Сирии и в Ираке принципиально различно? Поскольку буквально вчера президент Эрдоган заявил о том, что терпение его страны на исходе в связи с тем, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие сирийским курдам. Но, насколько я понял, отношение к независимости иракского Курдистана у Турции примирительное. Следовательно, практикуется двойной подход к этому вопросу. Не могли бы вы это прокомментировать? Да, правильно, да. Позиции Турции совершенно разные, да, поскольку в сирийском и турецком Курдистане касается ее национальные интересы, которые Рабочая партия Курдистана ведет вооруженный конфликт с Турцией. Это вопрос, который касается этой партии и Турции. А иракский Курдистан чисто в рамках самого иракского Курдистана ведет свои права, борется за свои права, да, как вы видите. И большой экономический интерес между иракским Курдистаном и Турцией есть. Огромный, около 12 миллиардов товарооборот существует. Курдистан занимает второе или третье место по товарообороту с Турцией в мире. Не только поэтому для Турции огромный интерес. И естественно, и для Курдистана тоже выгодно на этих основах экономику его восстановилась. И это ее право о том, что вести дружественные отношения с Турцией. Слушай, можно я добавлю вот к этому вопросу? Почему же мы этим специально занимались? Вы знаете, разница отношений позиции Турции по отношению к сирийским курдам и к иракским, ну, прямо противоположна. Дело в том, что ведь Масуд Барзани не только выступал посредником в урегулировании межарабского конфликта в Ираке, а он же выступал еще и посредником в налаживании отношений между Рабочей партией Курдистана Турции и турецким руководством. И, кстати, если вы помните, в 2013 году ему удалось добиться перемирия, и часть боевиков с оружием в руках разрешили им в Кандильских горах на территории Иракского Курдистана. И вооруженная борьба была на 1,5 года прекращена. То есть турки, руководство Анкара, признательно иракскому Курдистану, во-первых, за то, что он выступает посредником и против вооруженного способа борьбы в Турции, так? Во-вторых, иракский Курдистан действительно является союзником региональным турецкого руководства, турецких властей, и каких-то вооруженных там конфликтов, каких-то даже политических противоречий у них нет. Они выступают единым фронтом, и курдское национальное движение в рамках диалога, в рамках референдума, то есть как это решается в Ираке. И более того, во многом Рабочая партия Курдистана, экстремистское крыло, там есть, кстати, много и турок, и они даже выступают против Масуда Барзани, против Демократической партии Курдистана. То есть получается, с одной стороны, Турция и иракский Курдистан, а с другой стороны, такие экстремисты, там есть такие организации, ястребы, соколы, мстители, там прочее, которые кроме терроризма других методов борьбы не видят. И объективно Анкара последние годы убедилась, что не только иракский Курдистан торгово-экономический партнер, источник поставки углеводородов, нефти, а в перспективе и газа, но и он играет такую роль важную стабилизации ситуации и может положительно влиять и на сирийских курдов, и на турецких курдов, в какой-то степени, может быть, и на иранских. Поэтому разница принципиальная. А сирийских они ненавидят потому, что они аффилированы, по их мнению, с турецкими Рабочей партией Курдистана. Они считают это крылом, тесную связь и относят их к террористам. То есть те террористы, а иракский Курдистан цивилизованные. Поэтому здесь будем говорить, позиция Турции, она прямо противоположна. То есть они к курдам относятся дифференцированно. Наверное, это можно понять. Я, знаете, не совсем соглашусь. Я просто, знаете, здесь надо, Вальтер говорил, прежде чем о чем-то говорить, надо о терминах договориться. Вы говорите, когда Турция, курды, да, и при этом подразумеваете Рабочую партию Курдистана. В Турции, кстати, и последний референдум по изменению Конституции, он показал, что там очень большое количество курдов проголосовало за Эрдогана.
То есть, вы знаете, вот, Рабочую партию Курдистана с натяжкой можно назвать курдской, потому что она по идеологии, кстати, идеология Рабочей партии Курдистана отрицает создание национального курдского государства. И поэтому, значит, вот, говорить, вот Турция, курды, да, вот в иракском Курдистане они дружат, а в сирийском не дружат, они, ну, как Эрдоган и все чиновники, кстати, там половина министров курды. И у Эрдогана в партии огромное количество депутатов курдов. Это помимо вот, партии Демирташа и так далее. И тут вот, когда надо дифференцированно подходить, когда турки и курды, это, ну, курды тоже там разные в Турции. А Рабочая партия Курдистана, как я вот отметил, она отрицает, не признает курдский национальный флаг. Она, значит, выступает официально, вот лидеры, там вот недавно Рыза Алтун выступал, он заявил, что, и это не первый раз, что они, значит, создание курдского национального государства противоречит их идеологии. Идеология, там, чтобы вас много не это делать, просто прочитайте американского философа-анархиста Мюррея Букчина, от которого Аджалан вот эту новую свою идеологию, так сказать, истоки оттуда идут, и вы поймете, что они, Рабочая партия Курдистана, она вот, не признает создание, вообще государства как такого. Она считает, что институт государства – это пережиток, и курдам государство не нужно. Необходимо на Ближнем Востоке создать вот демократическую конфедерацию, самоуправляемые общины и так далее. Вот это то, что у нас вот в России было. Бакунин, Кропоткин и так далее. То есть, когда вот мы говорим о Турции, вообще о курдах Турции там, и так далее, мы должны понимать, вот, с какими курдами. Вот это, допустим, Рабочая партия Курдистана, цель ее какая? Ее цель не создание национального государства. Ее цель совершенно другая. И то же самое, вот, крыло сирийское, ПАЭД, аффилированное, она той же идеологии. Значит, кстати, вот это одно из таких противоречий в курдской среде. Вот есть сторонники, значит, Рабочей партии Курдистана, и есть, конечно, ну, так назову, курдские патриоты, националисты, которые ставят целью создания как раз государства. Спасибо. А они включен? А вот видите, тут хорошо работает. Да. Как представляется... Вкратце, максимально вкратце, спасибо. Как мне представляется историческая логика отношения Анкары к иракскому Курдистану. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, и отличие по отношению к сирийскому Курдистану. Анкара видит решение курдского вопроса в создании курдского государства на территории иракского Курдистана с фиксированными границами при принципиальном условии, что это государство не будет расширяться. То есть вековая мечта курдов о создании своего государства будет реализована, но только в таких фиксированной ключевое слово границ. На сегодняшний день Анкара не согласна даже с вхождением Киркука в эти границы. А перспектива создания сирийского Курдистана, вне зависимости от идеологических лозунгов, объективно мы видим в последние годы процесс движения партии «Демократический союз», сирийских курдов к созданию некого подобия автономии, которую никто не хочет признавать на севере и северо-востоке Сирийской Арабской Республики. И для Турции, Турция обозначает, что это красная граница, которая не может быть перейдена. То есть Курдистан, создание иракского Курдистана, превращение иракского Курдистана в суверенное государство не должно быть сигналом к аналогичным процессам на других территориях исторического проживания курдов. Вот позиция Анкары, как мне представляется, как стороннему наблюдателю. И это четко. Вспомним, что во время очень тяжелых боев с террористами Даиш в районе города Кобани Турция не захотела, отказалась пропускать через свою территорию вдоль границы отряды пешмерги на помощь своим братьям. Категорически не хотела, потому что видела в этом угрозу
как бы слияние, соединение, установление и усиление контактов, да, между иракским Курдистаном и сирийскими курдами. Значит, принципиальные условия Турции, первое, что сотрудничество, поддержки и сотрудничества иракского Курдистана, это фиксированные границы и отказ от их расширения, и, естественно, второе условие, то, о чем уже говорилось, это невозможность действия боевых отрядов рабочей партии Курдистана с территории иракского Курдистана. То есть они могут там быть на своих базах, но чтобы они не переходили границу. Вот, собственно, Спасибо. это позиция Турции. Еще вопрос? Пожалуйста. Давайте, следующий. Спасибо. Дмитрий Нерсесов, Правда.ру. В продолжение этого же вопроса, поддержит ли иракский Курдистан процессы создания сирийской курдской автономии, распад Сирии, поскольку сирийский гнойник отнюдь не менее вредоносный, нежели иракский. И вот слова господина Набиева о том, что сейчас наступает время, когда курды самостоятельно должны решать свои проблемы в постдаишевский период. Идет ли речь обо всех курдах или только об иракских? Спасибо. Кто отвечает? Можно я? Ну, да, да. Все хотят. Ну, Давайте все. ну, знаете, Нет, официальная да, позиция все Юра, только скажи, что коротко. Мы за единую Сирию, иракский курд. ну, насколько известно, все партии, в том числе на сегодняшний день правящие, ну, мы говорим в западном Курдистане, то есть сирийском Курдистане, они выступают за территориальную целостность и единство Сирии, но в рамках Сирии даже подготовлен проект Конституции. Правда, они называют не Западный Курдистан, а Федерация Северной Сирии, что вызывает у многих курдов какое-то отторжение. То есть там какая ситуация? Несколько лет назад, когда только-только в Сирии начались эти события, по инициативе президента Курдистана Масуда Барзани в Дохуке, потом в Эрбиле, потом в Дохуке было проведено совещание политических партий сирийского Курдистана, в том числе и ПДС участвовала, и Курдский национальный совет, который объединяет 12 политических партий. Было, значит, принято решение о создании Высшего совета, объединяющего все эти ведущие курдские организации, но, к сожалению, партия Демократического союза, она не реализовала эти соглашения, она самостоятельно, причем воспользовавшись вакуумом, который был создан, когда сирийские войска ушли из этих регионов, и там вакуум образовался, и отряды ПДС, они с силой оружия захватили там власть, и на сегодняшний день между сирийскими и курдскими организациями идет очень такое противостояние. Даже я могу сказать, например, только вчера, позавчера силы безопасности ПДС, они арестовывают членов Курдского национального совета, в тюрьмы сажают, офисы закрывают и так далее и тому подобное. И тут надо сказать, что на сегодняшний день большинство населения сирийских курдов, они в иракском Курдистане в лагерях беженцев находятся. И идет попытки примирить эти два курдских лагеря. И это, конечно, это мешает курдской мечте, чтобы и в Сирии тоже они достигли бы своих целей, своих прав. Я, к сожалению, немножко не оптимистично смотрю на будущее, если так продолжится, на будущее сирийских курдов, если будет именно такая идеология, такое направление деятельности правящей, так сказать, партии ПДС в этом регионе. Ну, а так, знаете, мы часто говорим, там, сирийский Курдистан, иракский, там, турецкий, к слову, допустим, турецкий и сирийский Курдистан, это, чисто номинальные названия, там, если кто там был, там, граница по железной дороге идет, и с той, и с другой стороны одни и те же курды проживают.
даже родственники очень часто. И это чисто такое номинальное значит, разделение на сирийских и турецких курдов. Тут вот Дмитрий Рустемович говорил о позиции Турции, да, я не совсем согласен с его мнением. Я считаю, что и в турецкой элите, и в курдской, так сказать, элите зреет понимание того, что они как бы нужны друг другу. Это для курдов это и дорога в Европу, и вот экономически там худо-бедно в Турции там вроде бы выборы, да, проходят и так далее. И я не исключаю, я даже иногда не знаю, так это может смело озвучить эту версию, не исключаю, что там, допустим, может быть создана большая турецко-курдская федерация из курдских территорий Ирака, Турции самой и Сирии. И насколько я вот общаюсь, в том числе с некоторыми турецкими товарищами, у них тоже, в их кругах тоже эта идея муссируется. И потом тут надо сказать, что вот такое, знаете, вот когда говорят о курдах и турках, сразу такой стереотип, что это там они вот воюют друг с другом, там тысячелетние враги там, и так далее и тому подобное. Но на самом деле процессы так в этом регионе происходят, что можно очень много сюрпризов ожидать, и какие конфигурации, какие союзы там сложатся, это ближайшее будущее, значит, нам покажет. А то, что касается сирийского Курдистана, вот президент иракского Курдистана Масуд Барзани, он неоднократно подчеркивает свою поддержку, свое желание примирить вот эти стороны. Кстати, на территории иракского Курдистана созданы отряды Пешмерга Рош, так называемые. Они состоят из тех курдов, которые, ну так в кавычках, дезертировали в свое время из сирийской армии, и их насчитывается, по-моему, до 7 тысяч сейчас. Они хорошо подготовлены, но, к сожалению, из-за вот этих разногласий между курдскими организациями, значит, руководство ПДС, Партия Демократический Союз, не разрешает им перейти значит, в Сирию и там вместе вести боевые действия. Ну, я где-то так, может быть, не совсем корректно предполагаю, что сегодня вот американцы, когда очень серьезно помогают отрядам вот, формированием ПДС, да, в Сирии, вот сейчас вот и тяжелое вооружение решено им предоставить. В том числе они ведут такую работу по примирению курдских вот, сторон в Сирии. Это в интересах, конечно, курдов, там в интересах, американцы не за красивые глазки, у них свои там интересы. То есть я что хочу сказать, там в регионе каждый день что-то происходит, и вот знаете, вот как калейдоскоп, да, вот повернешь, он меняется, там, вот Россия, Турция, сегодня там враги, завтра союзники. То же самое может и с Сирией, и с Ираном произойти. И вот в этом калейдоскопе, как я уже в своем выступлении отметил, курды не хотят остаться, чтобы за них кто-то решал бы там их судьбу будущую. Поэтому они вот и стремятся к независимости. А вот судьба сирийских курдов меня немножко так, напрягает. Если так продолжится, то я не знаю, что их будет ждать. Может быть, они Ираку возьмут. И, я, честно сказать, не знаю, курдам для чего это нужно. Там, кроме как... Юр, это отдельная тема. Мы ее сегодня не поднимем. Давайте ограничимся рамками иракского Курдистана и позиции Барзани вот, по отношению к сирийским курдам. Понятно, да, вот, что, в общем-то, Барзани не сторонник присоединения к себе сирийского Курдистана, он не сторонник сепаратизма сирийских курдов, он готов выступить посредником между Дамаском и сирийскими курдами, и более того, часть сирийских курдов умеренных он подготовил на своей территории, их просто туда не пускают вот эти экстремисты ПДС. Поэтому иракский Курдистан и здесь играет такую роль
вот как вы сказали, стабилизирующий, то есть посредника, сторонника как бы мирного пути решения, и его бы вполне устроил автономный статус или статус там, расширенной автономии, может быть, статус субъекта федерации в будущем сирийском государстве сирийских курдов. Спасибо. Значит, последний вопрос я даю товарищу Иноеву. Я очень сожалею, но мы должны... Значит, я вас всех благодарю, в особенности хочу поблагодарить Дмитрия Рустамовича, он четко рассказал. Это благодарен. А сейчас я хочу два вопроса задать Иванову и Набиеву. Иванов как-то в своей речи сказал, что арабы пришли на эту землю, вот вытеснили... В 7 веке. Тогда курды народ, откуда пришел в Ирак, это раз. Столица Курдистана сегодня, это город, ассирийский город. Это Эрбиль, это 4 бога, чтобы знали. Многие думают, курды это коренное население Ирака. Я не против курдов, чтобы вы поняли, я не против курдов. То, что сегодня вы скажете о пешмерга. Пешмерга в отрядах Ирака нигде не воюют. Они только воюют на своей территории и защищают свою территорию. Никто не говорит, что в отрядах ИГИЛ сколько воюют курды на стороне ИГИЛа. Это тоже не говорится. О Сирии будем говорить. Курды в Сирии только на своей территории воюют. Хотя, конечно, есть такой Геббельс, вы все знаете. Он сказал, если 9 раз скажешь неправду, 10 будет правда. То же самое здесь происходит. Говорим. Времени на ответ не оставляете. Я хочу вопрос задать. Курды в каком веке появились на территории Ирака? И как вытеснились в Ирак? Как вытеснили коренное население? А то, что я Набиеву сказал, он сказал как-то господин Набиев, я тоже уважаю его, очень грамотный, очень интеллигентный человек. Он сказал, что 100 лет тому назад курды должны были иметь государство. Курды были всегда воевали типа с турками. Мы знаем историю Турции тоже. Курды были ведь союзниками Турции. Та резня, которая была устроена в 15 году, это было устроено курдами и турками. Курды были сабля в руках курдов, это турок. Они уничтожали и армян, и ассирийцев, и греков. Почему-то сегодня этот вопрос не поднимается, только турки. Мы знаем историю в Иране, как курды уничтожали христиан. Мы знаем, как в Турции курды, те же самые курды, которые были, та политика, которая молодотурков, это курдские, все курды делали. Мы сегодня об этом молчим. Сегодня, конечно, мир меняется, я понимаю, должен быть мир, дружба, международный. Вот вопрос Иванову и Набиеву. В чем заключается? Вы сами ответили. Не ответили. Я хочу сказать, подтвердите, что это так. Да, это никто не отрицает. Курды всегда... Да, курды, то, что некоторые курдские племена участвовали в геноциде армян и христиан, в том числе езидов, да, нет, он спрашивает, я отвечаю, это исторический факт, от которого... Ассирийцы тоже, ассирийская держава, вот когда там 2000 лет назад, она сколько народов перебила, и там сколько... не будем давайте об этих исторических вещах. 4000. Да, 4000. Не будем вот эти исторические вещи. Вы сказали, сегодня новые времена, сегодня Пешмерга защищает в Ниневийской долине христиан. Большинство христиан Ирака, они сегодня на территории Курдистана находятся. Можете поехать, посмотреть, как они живут. В Айнкаве, вот я сам своими глазами видел и так далее. Давайте, если будем об истории говорить, это нас далеко доведет. А сегодняшним днем давайте будем говорить, как нам дальше жить, как в этом регионе обустроить этот регион так, чтобы там всем народам, всем конфессиям было бы комфортно. Вот то, что я могу ответить на ваш вопрос. Станислав Михайлович, я могу очень коротко. Российское курдоведение, в частности, профессор Мирнорский, выдвинул теорию, он доказал путем научных источников, кстати, ни один зарубежный ученый не опроверг, медийское происхождение курдов. То есть это примерно за 1000 лет до нашей эры. Они как раз сменили ассирийцев действительно в этом регионе. Это медийцы, индо-иранская группа, если по языку они ближе к иранам, да. Но они пришли туда, будем говорить, за тысячелетия до нашей эры, в то время как арабы пришли туда в 7 веке нашей эры.
разницу вы чувствуете? С Аравийского полуострова. Поэтому речь не о том идет, что там они, будем говорить, от Адама и Евы. Но они пришли на несколько тысячелетий раньше, чем арабы. Вот о чем речь. И поэтому их считают и в Сирии, и в Ираке, и в Турции, и в Иране как бы людьми второго сорта, и люди, которые не имеют права на свой язык, на свою культуру, на участие там, в политической жизни и так далее. А вот когда создавали французы и англичане на останках Османской империи вот эти государства, они просто не учли интересы курдов. Вот и все. Если бы им создали какую-то, ну, хотя бы автономию, как в Севрском договоре 21 года, или в Лозаннской конференции там, 23 года, которая, кстати, нивелировала многие пункты. То есть они бы были, если равноправными гражданами, даже в этих государствах, то вопрос был бы решен. А когда их переселяли, депортировали, сажали, бросали в тюрьмы, ну вот мы видим, что и сейчас происходит. В Турции срывают бульдозерами целые деревни курдские. В Иране их вешают время от времени. Спасибо, Там, Станислав Михайлович. десятки. На этом Так, закончим. и еще у вас там был вопрос. Второй. Нет. Хватит, да? Воюют или не воюют? Воюют. Кстати, вот Дмитрию Рустемовичу хочу дополнить. Не пускали Турции, да. Но потом все-таки их убедили. И они пропустили несколько бригад пешмерга, и иракские курды воевали, защитили город Кабани. И вот на чужой территории. Кстати, они воюют в Синджаре. Я тоже два слова Воюют, скажу. ну, вы Очень, знаете. ассирийцы, которые за границей живут, они, которые очень далеко от реали, очень далеко, у них такие амбиции огромные, 3000 лет до нашей эры. И если благодаря пешмерга не было ассирийцев, все вырезали бы, убили бы. Все ассирийцы, халдейцы, ассирийцы и другие христианские группы, все живут в иракском Курдистане благодаря пешмерга, благодаря кровью пешмерга. А ассирийцы такие, как вы, которые здесь только языком потрепают, здесь сидят и разговаривают. Да. Все, позвольте мне всех поблагодарить за Ну да, вы интересный, оскорбили, что пешмерга за интересный ничего не круглый делает, стол. Вопросы, которые оказались неотвеченными, они перенесем на следующее мероприятие. И, Александр Андреевич, мы готовы индивидуально ответить. да, конечно, это ваш. И кому интересно, сейчас будет министр иностранных дел Палестины.